зеленый Грузия, красный сегодняшний Азербайджан и вот такой вот непонятного цвета Северный Кавказ. Есть версия, что мы сюда пришли с Ближнего Востока, из Малой Азии, много-много десятки тысяч лет назад. Вот отсюда, наверное, из Восточной Турции современной, есть версия, что наши предки двигались на север, пришли в сегодняшнее Закавказье и под давлением завоевателей залезли на Кавказский хребет и начали спускаться уже на Северный Кавказ. Эта версия объясняет, почему одни и те же народы Северного Кавказа и Южного Кавказа живут по обе стороны хребта. Лезгины живут и на Северном Кавказе, и на Южном Кавказе. Чеченцы живут и на Северном Кавказе, и на Южном Кавказе. Сейчас я вам это покажу. Это одна из... В Грузии. Да. Вот карта Кавказа Южного и Кавказа Северного, да? Вот лезгины живут здесь и здесь, аварцы живут здесь и здесь, чеченцы живут и на Северном Кавказе, и на Южном Кавказе, в Грузии. То же самое ингуши. Там частично, значит, некоторые племена войнахские живут там. Поэтому для нас одновременно родиной является и Северный Кавказ, и Южный Кавказ. Тем более, что большая часть сегодняшнего Азербайджана – это исторически дагестанские земли, исторически заселенные дагестанскими народами, где жили лезгины, живут до сих пор аварцы, рутульцы, цахуры, удины, крызы, будухи, хинологи. Всего около 10 лезгинских народов, из них половина живет в Дагестане, это лезгины, табасаранцы, агульцы, цахуры, рутульцы, и половина живет в Северном Азербайджане, это вот крызы, будухи, хинологи, удины, сами лезгины и частично рутульцы и цахуры. Поэтому мы должны понимать, что нашей родиной является не Северный Кавказ, и нашей родиной является не Южный Кавказ. Нашей родиной является вот весь этот ареал, который мы называем, чтобы не делить, Восточный Кавказ. То есть лезгины – это коренной народ Восточного Кавказа, который одновременно заселяет и территорию Северного Кавказа, и территорию Южного Кавказа. Теперь одну вещь я вам хочу объяснить. Да, вот здесь после тюркского на нас наложилось еще пласт русский. И он все глубже и глубже проникает, и он будет все глубже проникать в лезгинский язык. Кто может привести примеры русских слов, проникшие в лезгинский язык? Мощи, там, что еще? Котел, котел, наверное, кастрюли, да? Карпуз. Холодильник. Холодильник. Караут. Караул, сторож, это от слова караул, да? Караулка, да. Это тоже русское язык. Да. Теперь смотрите. У нас от родного пласта лезгинского языка осталось очень мало коренных слов. Как мы их можем узнавать? Мы должны понимать, что в лезгинском языке сохранившиеся слова, они очень древнего происхождения. Сохранились самые древние слова, а потом их начали замещать персидские, арабские, тюркские и русские. Самые родные, коренные, исконные лезгинские слова, они большей частью односложные. То есть они состоят из одного слога. Такие как раг, цау, чил, гил, рик, чин. Они все состоят из одного слога. Что такое слоги, вы знаете. Вы все учили русский язык тогда. Вот здесь вот в середине одногласные везде. Если вы сомневаетесь в слове лезгинское или не лезгинское, если оно очень длинное, багиш, ламиш, гюзлемиш, каршиламиш, хакикат, хукумат, эти многосложные слова, они, скорее всего, заимствованы. Пенджер, джанаур, да? Мы должны понимать, что тогда наши предки не придумывали длинных слов, джанаур, они придумали короткое бац, к примеру, да? Или то же самое касается любого другого понятия, которое существовало уже у наших предков. Теперь самое важное. Я это стираю.
Самое важное то, с чем вы столкнетесь. Вспоминаем уроки истории школьные. Какие этапы проходило человеческое общество в своем развитии? Первобытно-общинное. Кто помнит, что это такое? Я могу сказать. Сначала было там еще человеческое стадо. Это просто объединение людей. Умница. Так, дальше. После этого идет родовая община. Это объединение нескольких родов, Молодец. которые имеют общее орудие труда и все общее. Ну да. Дальше идет соседская община. Это когда не обязательно они родственно связанные, и каждая семья может иметь что-то свое собственное. После этого начинает постепенно выделяться неравенство в обществе, и появляются конунги, военные вожди племен, ну где как. Например, цари где-то были, и общество дальше развивается. Постепенно появляются государства и развиваются. Отлично. Офигеть. Значит, после первобытного общинного строя, как нам подсказывает наша младшая сестренка, появляется рабовладельческий строй. После рабовладельческого появляется феодальный строй. После феодального появляется капиталистический. Коммунистический писать не будем. Его так и не построили. Вернулись обратно. Так вот, вот на этом уровне развития человеческого общества самым главным ресурсом что является? Земля. И чем кормится человек? Продуктами сельского хозяйства. А здесь самым главным является капитал, индустрия, промышленность. Да? Вот на этом этапе появляется централизованное государство там, и так далее. А здесь монархия. Проблема сегодняшнего лезгинского языка в том, что он сложился вот на этом уровне. Формирование языка как такового сложилось в период, когда люди кормились землей, сельским хозяйством. Поэтому богатство лезгинского языка связано с землей, со скотиной, с сельским хозяйством, с сельским трудом. У нас может быть до нескольких терминов, которые обозначают ягнят, до нескольких терминов, которые обозначают разные уровни взросления домашней птицы или домашних животных. Лезгинский язык получился так, и все остальные народы, то есть все остальные языки Северного Кавказа, это языки сельскохозяйственной эпохи. Через эти стадии прошли все языки мира. Вот они появились сначала вот здесь, на уровне каких-то звуков нечленораздельных, да? Потом они сложились уже в языки, может быть, на этом этапе, когда от дикости переходили к какой-то цивилизации. И уже здесь языки оформлялись. То же самое крестьянский уровень русского языка, да, любого там английского и так далее. Но когда общество переходило вот к этой стадии развития, языки необходимо было дальше развивать. Они развивались, в них появлялись новые термины, которых раньше не было. Допустим, слово «город» русское. Город начал появляться уже вот здесь и вот здесь. Да, вот на этих этапах развития русского общества. Слово «город». Как оно произошло? И кто знает, что в основе слова «город» лежит? Изгородь. Огораживать. Огороженная территория, от слова огораживать происходит и слово огород, и слово город. Постепенно в языках начинают появляться слова, которые обозначают новые понятия, которых не было. Слово государь, правитель, от которого произошло слово государство, которого не было на этом этапе. Была княжеская община, были там княжеские наделы. Государства не было еще на уровне Киевской Руси.
Но постепенно от государя появляется государство российское. Такой путь эволюции проходили все языки. Но наши народы не сумели так быстро дойти вот до этого уровня развития. Не потому, что мы отсталые, не потому, что мы тупые, не потому, что мы 3-го или 4-го сорта, а потому что условия жизни в горах, когда мы сдерживали натиск огромного количества завоевателей, приводили к тому, что у нас не было возможности выйти на равнину и развивать городскую цивилизацию. Не было возможности построить полноценное государство. Оно было у наших предков в Кавказской Албании, но оно было разрушено, оно распалось на маленькие-маленькие, значит, политические образования. И так получилось, что лезгинский язык не получил должного уровня развития к появлению капиталистических отношений, к появлению государства, к появлению промышленности, к появлению рабочих профессий, к появлению министерств, там, президентов, парламентов. У нас этих слов нет. Они не родились в лезгинском языке. Поэтому мы вынуждены использовать заимствованные слова. Арабские, персидские, тюркские, русские, английские. Беда лезгинского языка в том, что он, я имею в виду и лезгинский язык, и все народы Северного Кавказа, что он не соответствует реалиям, потребностям 21 века. Сколько бы вы язык не учили, я скажу вам жесткую правду, сколько бы вы его не учили, вы не сможете на лезгинском языке говорить о политических проблемах современного мира, об экономических проблемах, о бизнесе, о науке, о технике, о ремонте холодильника и даже мотора собственного двигателя или пылесоса, или закачки мелодии, или каких-то лекций в телефон, вы не сможете говорить на лезгинском языке. Он не соответствует. Это все равно, что деревянным инструментом пытаться там, я не знаю, починить вот этот сложнейший аппарат, да, микроэлектроники. Все равно, что взять там, не знаю, деревянные грабли, которыми пользовались наши предки, и пытаться его починить. Это то же самое. Тот уровень языка, который вы сможете восстановить, это бытовой уровень языка. Вы язык, уровень языка, скажем, межличностного общения. Но вы поймите, что вокруг нас уже сложился невероятно сложный мир, в котором лезгинский язык не имеет шансов на выживание. Не имеет шансов на выживание, потому что это мир айфонов, космических кораблей, холодильников, президентов, парламентов, микробиологии там, на клеточном уровне, астрономии, полетов в космос, нанотехнологий и так далее. Нет в нашем языке этих тем. Как может сложиться будущее лезгинского народа в данном случае? Те языки, которые не соответствовали современным требованиям, многие из них прошли через жесткую реформу. Яркий пример реформы русского языка после революции. Большевики коренным образом переработали русский язык под нужды современного общества. Отменили старорежимные царские термины, ввели новые термины, разработали новые термины, новые слова придумали, и мы ими начали пользоваться, которых не было раньше. То же самое сделали турки. Реформа Ататюрка, который отказался от языка старого османского, который был в Османском султанате, ввел огромное количество новых терминов, зачастую англоязычных, франкоязычных, и мы сегодня получили современный турецкий язык. Еще одна реформа – это реформа языка евреев, иврит, который 2000 лет был мертвым, им никто не пользовался, кроме книжников. Я вам сейчас хочу показать небольшую лекцию, историю значит, человека, который рассказывает про то, как они возрождали еврейский язык. Для того, чтобы вы понимали, с чем могут столкнуться наши дети и наши удивительное летнее видео, а то у меня не достает. Дарья, посмотри, пожалуйста, удивительно. Да.
потом попозже. Джавана? Хорошо. Кто? Так, я прошу максимум внимания. Акимска. Миша. Не работает. Извините. Работал вроде. Может, розетка? Вот так? Нет. Нет? Есть еще один. Экспроприация. Зачистка. Розетка плохая. Не розетка. Пробуй другую. Сейчас А вот с той стороны есть розетка. Туда засунь. Все заработало. Старость. Я сразу хочу предупредить, что я вам показываю данную лекцию без привязки к политическим оценкам вообще того, что делал Израиль на палестинской территории, да? Чисто анализ того, как еврейский народ, имеющий право на свой язык от рождения, да, как он этот забытый язык за 2000 лет гонений, он его восстановил. Лучше свет включить, 2 часа плохое будет. История возрождения языка иврит, какой урок из этого могут извлечь другие языки. Примерно так. Значит, чуть больше 100 лет назад в еврейской среде, в местах, где жили евреи, повсеместно в Палестине висел лозунг. Лозунг звучал следующим образом: Ехуди, закар иврит. В переводе на коми это будет так: коми, щернет коми. Коми, говори по коми, еврей, говори на иврите. И это была такая вот навязчивая, настойчивая, наглядная агитация. Я не могу сказать, что именно она сыграла свою роль, но и она тоже была. Небольшая совершенно группа людей сумела убедить миллионы людей, и сегодня носители ивритов, те, у кого это язык родной, около 10 миллионов человек. То есть это фантастическая победа, которая вот осуществилась там за... Ну, на самом деле это произошло примерно за 40 лет, с 1880 по 1920. Но вот к сегодняшнему дню победа, она полная и не вызывает никаких сомнений. Значит, сейчас нужно вернуться вообще к корням. Что такое, значит, мертвые языки, живые языки, и откуда вообще все это берется. Мертвые языки, которые, тем не менее, продолжают быть известными людям, они осуществляют свою историю с первой человеческой цивилизации. Первая цивилизация, как вы знаете, была шумерская, и шумерский язык был языком культуры там 1000 лет, даже больше, после того, как уже не осталось шумеров, вообще никто даже не понимал, кто такие шумеры. Вот. Язык продолжал как-то функционировать, был языком древних текстов, и, в общем-то, тексты сохранились до сих пор, хотя мы даже не можем их прочитать, можем, мы знаем, как это звучит, но мы даже не знаем, какой группе языковой это все относилось. Потом такая же судьба постигла еще многие языки, на самом деле. Мы знаем и латынь, и греческий,
меня этот крах периодически происходит плагинов на Mozilla. Сейчас я его вот здесь вот открою. В Chrome. Белки за колонкой отключили, Руслан. Давай. Слышал? Да, вот сам колонка. Кого-то